Самые главные и актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». Сегодня среда, 31 мая. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. В течение получаса наша информкоманда расскажет вам о самых интересных новостях. Стало известно имя героя, который в марте спас 4-летнего ребенка. Добровольный демонтаж на плато Айпетри. Сегодня объект посетила специальная комиссия. В Судаке открылся новый спортзал. Сегодня по всему миру люди отказываются от сигарет. В Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана прогремел мощный взрыв. Погибли 80 человек и ранен посол Ирана. Сообщается, что повреждения получили здания представительства радио и телевидения и государственного информагентства ИРНА. По последним данным, в результате взрыва погибли 80 человек и более 350 пострадали. По инициативе олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Рустема Казакова реализуется специальный проект за внебюджетные средства под названием «Спортзал в каждый населенный пункт». Под руководством депутата Государственной Думы Руслана Бальбека и патронатом главы Республики Крым Сергея Аксенова. В рамках этого мероприятия реализуется строительство и реконструкция спортзалов. Сегодня в городе Судаке открыли очередной такой спортивный зал, где побывала и наша съемочная группа. Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказывает, что это работа не только со спортивным сообществом, а взаимодействие с органами власти и представителями социально ответственного бизнеса. Парламентарий также отмечает, что каждый рубль, вложенный в спортзал, это прежде всего вклад в будущее детей и здоровое поколение. Отметим, что общий бюджет возведения современного модульного зала составил около 8 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей на благоустройство территории. Здесь был пустырь, который в украинский период всячески покушались поделить на участки и реализовать их по коммерческим ценам, благодаря только воле тренера Ситарага, который все 20 лет тренировал в ужасных условиях, в спаренных вагончиках, и благодаря поддержке людей, самих жителей Сухсу и Судака удалось отстоять от вандалов разбазаривания этой территории. И сегодня она по назначению служит всем жителям Сухсу и всего Большого Судака, так как в этом спортзале будут тренироваться наши дети, будут давать вот те результаты, которые они давали, тренируясь в вагончиках, благодаря воле, усердию тренера и своему собственному таланту, поддержке родителей. Сегодня вот в таком спортзале они сумеют действительно удивить всю страну, дать нам чемпионов России, чемпионов Европы, чемпионов мира. Глава администрации города Судак Владимир Серов отмечает, что для Судака это знаковое и важное событие, ведь в этом районе местные жители давно мечтали о таком спортзале. Давно мечтали о том, чтобы был такой спортивный зал. Вы прекрасно увидели, в какое состояние, какая подготовка. Вы видели замечательно подготовленные все спортивные сооружения, которые здесь есть. Те дети, которые будут заниматься, добиваться успехов, это будет гордость Судака, всего Крыма и всей России. Из старого неухоженного зала мы сегодня увидели новый современный комплекс, который будет гордостью нашего округа. Данный спортзал был построен в кратчайшие сроки. Строительство заняло около 3 месяцев и обустроен по современным технологиям. Сауны, душевыми, спортивными и баскетбольными площадками. Общей площадью в 370 квадратных метров на 40 сотках земли. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Рустем Казаков признается, что всю свою жизнь мечтал реализовать подобную идею строительства спортзалов в каждом населенном пункте нашего полуострова. Руслан Исмаилович эту идею взял и воплотил ее, понимаете? Сколько я людям говорил, давайте то, давайте это. И вот благодаря Сергею Валерьевичу Аксенову, благодаря Руслану Исмаиловичу, вот это все закрутилось, понимаете? И я счастлив. Я знаю, что у нас потенциал огромный в Крыму. У нас могут стать чемпионами. Только дайте маленькие условия. Условия дали. И я уверен, у нас будут еще олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Не я один будет, а много будет. Особая заслуга в появлении спортзала в микрорайоне Яны-Маалия лежит на талантливом тренере Сетаре Абдулганиеве, который вырастил множество выдающихся спортсменов. Более 10 лет он занимался с детьми в необустроенном, холодном и сыром помещении. Напомню, что вчера с рабочим визитом глава Республики Крым Сергей Аксенов посетил старый спортзал, а также увидел возведенную конструкцию уже нового современного спортивного зала. Сегодня мечта Сетары Ага наконец-таки сбылась, и теперь его цель, чтобы с этого спортзала выходили
победили одни чемпионы, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности. Ведь, как сказал сам тренер, дети не имеют национальности. Они все мои дети, и двери этого спортзала всегда открыты для всех желающих. Добрая воля людей. Если у людей есть добрая воля, Господь позволяет реализовываться мечтам отдельных людей. Моя мечта – это значит, чтобы все люди соревновались и конкурировали на спортивных аренах. Вчера приехал глава республики, он заехал к нам, посмотрел, был рад, что происходят такие события в Крыму, и от себя он нам подарок – новый борцовский ковер. Молодое поколение осталось под впечатлением после посещения нового спортзала с современным оборудованием. 10 лет ждали, чтобы открытие спортзала было. Очень довольны. Зал с такими условиями можно на чемпионат России свободно выигрывать. Все условия. Тренируюсь я не хочу, короче. Пацаны маленькие приходят тоже. Сейчас набор в секцию пошел. Тренеру помогать будем, тренировать. Рустем Казаков, олимпийский чемпион. Вот большой пример для нас. Спасибо там всем спонсорам, кто помог нам зал построить. Очень довольны. Вы, которые построили спортзал, это очень огромная мотивация. Плюс очень загорелось желание продолжать дальше тренироваться. Чохсагл, хочу сказать, сестра, которая на весь этот промежуток времени поддерживал нас, не давал нам упасть духом. Стоит отметить, что это уже 4-й спортзал, который открывается в рамках этого благотворительного проекта. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил, что подобная программа будет иметь свое продолжение и далее. В ближайшем будущем планируется строительство спортзалов в Евпатории и Бахчисарае. Асан Абиблаев, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. На плато Айпетри продолжается добровольный демонтаж некапитальных строений. Сегодня процесс ликвидации бывших торговых объектов проинспектировала специальная комиссия. Подробности в сюжете Айши Шулаковой. Более недели назад для благоустройства заповедной зоны на плато Айпетри начался демонтаж объектов некапитального строительства. Здесь работало более 40 торговых объектов. С момента начала демонтажа торговая деятельность полностью прекращена. Как сообщил заместитель главы администрации Ялты Иван Паюк, вчера на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение создать подкомиссию из сотрудников МЧС, полиции, Роспотребнадзора и экологической инспекции. Они будут мониторить ситуацию по работе добровольной ликвидации объектов хозяйственной деятельности. Сегодня было принято решение территорию, которая выходит из верхней станции канатной дороги, огородить. После этого будет продолжен демонтаж этих всех кафе. Поскольку начинается уже курортный сезон, в общем-то ежедневно будем сюда проезжать, комиссия будет направляться, может быть не в таком полном составе, но тем не менее сотрудники полиции и контролирующие органы будут сюда приезжать и проводить проверку работ. Демонтаж объектов производится усилиями самих предпринимателей, поэтому процесс проходит поэтапно. Люди бережно относятся к своему имуществу, вывозят его, демонтируют все строения, окна, здания, мебель, посуду, все это вывозят. Поэтому процесс такой щепотливый. Для меры безопасности туристов на плато будут установлены соответствующие предупреждающие знаки. Стоит отметить, что представители власти считают своей задачей не оставить без работы людей, которые трудились на объектах, возведенных на плато. Каждому владельцу заведения предоставили альтернативные места для проведения торговой деятельности. Демонтаж будет способствовать улучшению экологической обстановки. Айпетри – одна из визитных карточек полуострова. И очень важно сохранить первозданность природы на плато. Айша Шулакова, Всеволод Матросов, телеканал Миллет. В Симферополе и других городах Крыма вновь активизировалась деятельность единого городского центра обслуживания ЖКХ. Это фирма, которая обманом вынуждает людей покупать у нее счетчики водоснабжения. Обращаем ваше внимание на то, что данная служба не имеет никакого отношения к предприятиям «Вода Крыма» и «Крымтеплокоммунэнерго». При этом стоимость работ по замене счетчиков завышена в 2 раза. Более того, работники центра срывают пломбы и снимают счетчики, не предупреждая хозяев, что прежде необходимо вызвать инспекторов «Воды Крыма» и «Крымтеплокоммунэнерго», из-за чего хозяева вынуждены еще и оплатить штраф за сорванные пломбы. Стало известно имя героя, который спас 4-летнего мальчика. Напомним, поиски 4-летнего маленького героя из села Синекаменка Белогорского района, который потерялся в марте, завершились благополучно, благодаря на тот момент еще неизвестному герою. Однако сегодня его имя раскрыто. В администрации города Белогорска Усинсит Умеров, человек, спасший жизнь 4-летнему Аблекиму Аблекимову, приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации получил ведомственную медаль за содействие. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.
4 марта семью Аблякимовых застала внезапная беда. За считанные часы весь Крым облетела информация. В горной местности заблудился мальчик, не достигших 4 лет, Абляким Аблякимов. В поисках ребенка принимали участие спецслужбы Республики Крым и несколько тысяч человек со всего полуострова. Аблякима нашли спустя 17 часов. На тот момент имя человека, спасшего жизнь ребенка, оставалось неизвестным. Однако все понимали, такой героический поступок не должен оставаться в тени. Усейн Сейтумеров узнал о пропаже Аблякима из социальных сетей. В тот же миг вместе с друзьями отправились на поиски в лес. Искали своей командой более 5 часов. Усейн рассказывает, значительное преимущество их команды – наличие специальной оборудованной машины с хорошим освещением. Вспоминает, искали без отдыха и остановок. Нашли ребенка наверху в горах. Туда и дойти нереально этому ребенку было. Обнаруживши ребенка, перепугались, взрослый человек перепугался, что он мертвый, потому что он лежал головой вниз. Услышали, что он плачет, быстро взяли на руки, обогрели ребенка. Я думаю, это не я нашел, это Всевышний помог найти нам. Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым Михаил Назаров, вручая Усейну Сейтумерову медаль, выразил слова благодарности за то, что тот не остался равнодушным к чужой беде, откликнулся на просьбу и спас жизнь ребенка. Этот поступок достоин уважения. Решение о награждении принял председатель Следственного комитета генерал юстиции Бастрыкин Александр Иванович, одна из самых заслуженных и уважаемых наград в системе Следственного комитета Российской Федерации. Когда мальчик Абляким пропал, были задействованы, понятно, в силу функционала службы полиции, МЧС, работали сотрудники Главного следственного управления и неравнодушные жители, добровольцы, волонтеры, крымчане, которых было более 300 человек. Спасение Аблякима – это настоящая милость Всевышнего. Родители до сих пор не могут прийти в себя и безмерно благодарны всем, кто принял участие в поисках ребенка. А вот Усейн Сейтумеров теперь для них стал еще одним родным человеком. Люди со всего Крыма начали ехать. Со всего. Людей было очень много, конечно, очень-очень много. Даже машин мест не было ставить. Еле проходил пешком. Спасибо всем людям. Конечно, это очень большое чудо. Как это, честно говоря, в таком, холодно очень было. Там взрослый человек из нас, так бы не то. Мы даже искали. Я даже пришел домой, штаны еще одел, дубленку, и то холодно было. Понимаете, а он... Это вообще, конечно, это очень чудо такое. Напомним, Аблякима нашли в 3 километрах от дома. Обессиленного мальчика сразу доставили в реанимационное отделение местной больницы. Сегодня здоровье маленького героя в норме. Врачи сказали, что все нормально, анализы пришли хорошие, никакого обморожения не было. Единственное, что на ступнях были занозы. Мы их почистили, а так все нормально. Судьба мальчика побудила крымчан на подвиг. Его история объединила сердца тысячи незнакомых ему людей всех национальностей. Лилия Виджат, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялась 11-я международная научно-онлайн-конференция «Филология, история и культура крымских татар, традиции и современность». В режиме онлайн собравшиеся заслушали доклады спикеров из-за рубежа. Также выступали ученые Крымского инженерно-педагогического университета. Они отмечают важность и значимость данной конференции для развития крымско-татарского языка. Научно-исследовательский институт проводит огромную работу в течение уже многих лет. Открыт как центр в 2004 году, в мае. И поэтому эти наработки научно-исследовательского института, они издаются в книгах, в журналах, в виде статей, монографий, и в том числе в виде таких международных конференций, в виде докладов. Сегодня работают 5 секций этой конференции, очень много докладов. Она связана в первую очередь с крымско-татарским языком, литературой, историей и культурой. День без табака отмечают сегодня во всем мире. Всех, кто подвержен этой вредной привычке, медики призывают хотя бы на сутки отказаться от сигарет. По этому поводу по всему Крыму прошли интересные акции. В столице состоялась пресс-конференция, посвященная этому дню. О том, могут ли крымчане хоть на один день отказаться от сигарет, Султанеси Такаева знает ответ.
Минздрав предупреждает, курение вредит здоровью, грозит серьезными проблемами с зубами и кожей, неприятным запахом, обострением хронических заболеваний и даже онкологией. Это знает каждый курильщик на зубок. Многие владельцы вредной привычки лучше доктора рассказывают о всех опасностях, которые грозят курильщикам в перспективе. Рак легких, желтые зубы, неприятный запах. Рак, одышка, преждевременная смерть. Студенты медицинского колледжа решили провести акцию «Конфета вместо сигареты» и анкетирование среди горожан. Им удалось выяснить, что в основном заядлые курильщики – мужчины и молодые люди. По нашим анкетированиям показало то, что большинство все-таки курящих – это мужчины. В основном курят молодые люди, дети, подростки. А вот среди женщин показатель в несколько раз меньше. Я не курю и советую всем не курить. Это очень вредно. Вы можете заработать себе такие заболевания, как рак легких, также чернота зубов, потом дыхательные пути ваши могут загрязниться. Я не курю, так как это очень вредно для здоровья. Как бы то ни было, расставаться с курением вполне возможно, убеждены горожане. Главное в первые дни отвлечь себя чем-то весьма занимательным. Как сказал Марк Твен, самое легкое – это бросить курить. Лично я бросал 74 раза. У меня нету такой зависимости, чтобы я встал, бежал за сигарету с утра. Я могу до 5 вечера не курить. Выйти на улицу, в компании я уже начинаю курить сигареты. Достаточно тяжело, но при этом не сказать, что невозможно. Несколько лет не курил. Последовательная работа в борьбе с табакокурением позволила в России за период менее 10 лет снизить употребление табака взрослыми на 25%, подростками в 3 раза. По словам Вероники Игоревны Скворцовой, это министр здравоохранения Российской Федерации, после введения вот этих ограничительных мер достоверно известно о снижении потребления табака в домашних условиях в 2 раза и в общественных местах в 3 раза. То есть, иными словами, наше население стало чуть-чуть здоровее. Специалисты отмечают, отказаться от вредной привычки курильщику помогает прежде всего семья. Сегодня, 31 мая, сотни людей по всему миру сделают очередную попытку вырваться из плена табака. Султания Истакаева, Магомед Несторов, телеканал Миллет. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия прошел отчетный концерт вокального ансамбля «Бульбуллеры». Встреча с его руководителем Ремзие Аблямитовой. Ансамбль исполняет песни на разных языках. Наша съемочная группа также побывала на мероприятии и насладилась музыкальными композициями юных талантов. Вокальная деятельность ансамбля «Бульбуллер» – это погружение в эпоху, изучение культурных традиций и мастерства предыдущих поколений, прежде всего крымско-татарского народа. Песни исполнялись в репертуаре средней группы ансамбля. Звучали такие композиции, как «Иля Хилер», «Айнини» и другие. Вокалистка ансамбля имени Абдулгазиева рассказывает, каждый раз исполняя определенную песню, сердце наполняется теплом и любовью к музыке. Я хожу в ансамбль «Бульбуллер» уже 5 лет. Пою песни на разных языках – на крымско-татарском, французском, английском и русском. Когда я пою, меня переполняет много ярких эмоций. На мероприятие пришли родные и друзья участников ансамбля, а также ценители красивой музыки. Среди приглашенных гостей была также бывшая выпускница ансамбля «Бульбуллер» имени Мустафаева, ныне вокалистка крымско-татарского ансамбля «Карым». Когда мы видим детей, таких талантливых тем более, и мы видим, что у них горят глаза, и они, когда исполняют, это все вот настоящее, это все от души, от сердца исходит. Конечно, только самые хорошие могут быть впечатления, потому что мы этой энергетикой, вот такой вот настоящей, искренней, заряжаемся сами. Руководитель ансамбля Ремзие Аблямитова, учитывая возрастные особенности учащихся, применяет различные методы преподавания. Она стремится научить юных артистов осознавать через музыку жизненные явления, развивает в процессе музыкальных занятий творческий потенциал, воспитывает музыкальность, вокальную культуру, художественный вкус, учит осваивать язык музыки. В первую очередь я воспитываю в детях любовь ко всем народам. Мы поем на разных языках – на русском, крымско-татарском, украинском. Поем как патриотические песни, так и классику. Благодаря своему трудолюбию и настойчивости юные артисты, занимаясь в вокальном ансамбле «Бульбуллер», из года в год совершенствуют исполнительское мастерство, отличаются редкой музыкальностью, пластикой и обаянием. За более чем 20-летнюю деятельность детский коллектив под неизменным руководством Ремзии Аблямитовой стал широко известен по всему Крыму. Нурия Азизова, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет.
По традиции, в Крымском инженерно-педагогическом университете вот уже который год проходит кубок ректора КВН. Лучшие команды, тонкий юмор и смех зрителей сопровождали мероприятие на протяжении 2 часов. Как это было, вы узнаете в следующем сюжете. Как известно, смех продлевает жизнь, а юмор и хорошее настроение дают возможность человеку чувствовать себя живым. Клуб веселых и находчивых уже давно является неотъемлемой частью нашей жизни. В Крымском инженерно-педагогическом университете прошел ежегодный кубок ректора КВН, в котором приняли участие лучшие юмористические команды Крыма. Позитивный настрой сопровождал зрителей на протяжении 2 часов, а улыбки не сходили с лиц даже после окончания мероприятия. Писать комедии гораздо сложнее, чем писать серьезные романы. Этими словами президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов обозначил непростую работу юмористов. Какой-то из известностей сказал, что писать комедии гораздо сложнее, чем писать серьезные романы. То же самое, играть в КВН очень сложно. Это же всплеск эмоций, и не только эмоций, всплеск мозгов вместе с эмоциями, всплеск мозгов. Вот если, вот, поэтому туда тянутся именно те ребята, те девчата, которые могут что-нибудь такое смешное сделать. В этот раз в стенах университета собрались не только участники Лиги КВН КИПУ, но и юмористы из других подразделений Крымского федерального университета, как известные команды, так и те, которые только ступили на порог КВН. Сегодня в стенах нашего университета проходит мероприятие, которое мы назвали «Битва КВН в КИПУ». На самом деле мероприятие проходит в самом позитивном русле. Свежие шутки, очень приятно слышать. Ну и подъем настроения, это, конечно, визитная карточка КВН. Ради этого сюда люди, в общем-то, и приходят. Самым молодым и самым запоминающимся участником игры был Осман Зикирьяев. Его команда называется Экрем Алимдарович, а Осман – капитан, лучший участник команды, да и, впрочем, единственный и самый смелый ее представитель. Несмотря на свой юный возраст, Осман показал тонкий юмор и покорил сердца зрителей. Это его первые попытки участия в играх КВН, но нельзя не отметить, что уже довольно успешные. Я играю в команде Экрем Алимдарович. Впервые вообще выступаю на КВН, ну только видел, как выступают другие команды и в Крыму, и в высшей лиге, но так и не решался выступить, но вот сейчас студенческая лига дала мне эту возможность. Победу в Кубке ректора одержала команда КИПУ под легким и простым названием «Да ладно». Таким же легким и был юмор команды. Их шутки поразили членов жюри и заслужили наивысших оценок. Больше всего мне понравилась команда КИПУ «Да ладно». Они очень качественно подготовили выступление, и я считаю, что они заслуживают 1-го места и Кубка ректора. Минуты радости, смех и улыбки – вот что должно постоянно сопровождать нашу жизнь. Такими целями живут организаторы КВН, его участники и постоянные зрители юмористических мероприятий. Энвер Аблязис, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Пока это все новости. Завтра Хаберлер смотрите в привычное время 13:30. Напоминаю, что все наши выпуски есть на официальном сайте trkmillet.ru, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и в Одноклассниках. Приятного вечера и всего доброго.